Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня по многочисленным просьбам моих подписчиков будем готовить перемещи на кефирном тесте, бездрожжевое. Для этого теста нам понадобится 500 мл кефира комнатной температуры, добавляем 1 чайную ложку соды, 2 столовые ложки сахара и хорошенечко все размешиваем. Жидкость наша сразу начинает пениться, потому что кефир с содой входит в реакцию. Размешиваю хорошенечко, чтобы все хорошо размешалось. Так, постепенно добавляем 2 яйца, 40 мл растительного масла. И тоже все хорошенечко размешиваем. Постепенно будем добавлять муку. Сколько муки уйдет, я потом вам скажу и напишу в описании. Потому что мука у всех разная, может уйти разное количество муки. Надо вам ориентироваться по своей муке. Будем замешивать мягкое тесто. Сегодня у меня порция будет большая, потому что я жду внука в гости. А если вам нужно меньше, то возьмите 2 раза меньше. Чуть-чуть не забыла соль положить. Добавляем чайную ложку соли. И все хорошенечко размешиваем. Вот такое очень мягкое тесто получилось. Муки у меня ушло примерно 800 грамм. Много муки не надо забивать тесто, иначе перемещи будут невкусные. Сейчас тесто накроем крышкой и оставим отдыхать где-то примерно минут на 10. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится 800 грамм фарша. Фарш у меня говяжий. И примерно средние такие 4 луковицы. Сейчас лук будем нарезать. Лук надо будет очень мелко нарезать. Лук я нарезала. Сейчас его соединяем с фаршем. Добавляем 1,5 чайной ложки соли, пол чайной ложки перца черного и хорошенечко мнем руками, чтобы лук дал сок. Фарш должен получиться мягкий.
Чтобы фарш получился мягким, добавляем или молоко, или воду. Он должен быть мягкий, но не жидкий. Я налила примерно 200 миллилитров или 180 или 200 где-то миллилитров молока. Это надо уж по своему фаршу смотреть. У кого сухой, может и больше уйдет. Ну вот такое мягкое должно быть. Вот. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем делать перемечи. Тесто очень мягкое, даже немножко липкое. Ну, так и должно быть. Чем мягче тесто, тем вкуснее и мягче будут перемечи. Так, делим на 2 части. Сейчас пока уберем. А это будем делить на кусочки. Из теста будем делать колобки вот такие. Вот такие. Вот такие колобочки я сделала. Сейчас буду делать перемечи. Тесто сейчас раскатаю. Кладем примерно 1 столовую ложку мяса, фарша, вернее, и защипываем края. Вот такой перемеч у нас получается. Его немножко вот так расплющим, чтобы он был более такой тоненький. И так вот защипываем края. В середине оставляем дырочку. Перемечи я сделала, у меня получилось 26 штук. Но если сделать помельче, то можно сделать и все 30. Но я не стала мельчешить, поэтому сделала довольно-таки крупные. Сейчас буду жарить перемечи. Масло у меня накалилось. Сейчас будем жарить перемечи. Вот так их немножко приплюснем, чтобы они были ровненькие и не очень толстые. И опускаем масло. Опускаем дырочками вниз. Сначала жарим на сильном огне одну сторону, а когда будем переворачивать на другую сторону, газ уже убавляем, накрываем крышкой и доводим до готовности. Одна сторона у них уже пожарилась.
Сейчас будем переворачивать. И газ будем убавлять. Накрываем крышкой и жарим под крышкой до готовности. Наши пельмечи готовы. Сейчас будем их вытаскивать. Вытаскиваем на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний торт. Наши пельмечи готовы. Смотрите, какие они получились красивые. Очень-очень вкусные. Попробуйте вы тоже приготовить. Смотрите, какие они. Сочные, мягкие, очень-очень вкусные. Попробуйте приготовить, порадуйте свою семью. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.